Голод 1946-1947 годов, по мнению историков, стал самой масштабной катастрофой в истории Юга Молдовы и гагаузов. От голода тогда пострадала вся Молдова, но смертность на юге страны была как минимум в 10 раз выше. В Гагаузии учредили День памяти жертв голода. Это 19 октября. Здравствуйте, вы смотрите на канале ГРТ программу «Общественный интерес». Сегодня у нас в гостях Федор Занет, поэт, публицист, журналист, драматург, академик. Федор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Какова история этого дня? Вы имеете в виду 19 октября? Да. История такова, что 18 октября 1946 года первый секретарь Компартии, Камрадского райкома партии, председателя администрации написали письмо в ЦК партии в Кишинев, который имеет входящую 19 октября, о том, что на юге люди умирают с голода. Там приводятся цифры, там уже подробно рассказывается начало этой большой трагедии. Поэтому этот день был выбран именно для Дня памяти жертв голода. Сама история, как к этому пришли, значит, в Авдарме проводился конкурс «Джан Аджисы». Решили, что привлечь студентов и учащихся, чтобы они сделали интервью с очевидцами голода. Эти дети, взрослые, они встречались с людьми, записывали это на аудио-видео. Потом ВОДы представили комиссии, жюри, которое планировало вначале выдать 3 первых места. Но когда 3 места призовых, но когда пришли все работы, поняли, что мест не может быть. Всем одинаково. И когда презентовалось уже итоги этой, не знаю, как назвать, акции, тогда я вышел с предложением, чтобы в Гагаузии 19 октября признать Днем памяти. Зал весь проголосовал, причем надо было видеть, тогда на презентацию в Авдарму пригласили участниц и участников 80-90-летних стариков, дедушек, бабушек, которые были в зале. И надо было видеть, как они все единогласно подняли руку за этот день. А дальше уже депутаты Народного собрания это обратили в законодательную инициативу, и Народное собрание приняло, правда, не с первой попытки. Не с первой. Пришлось второй раз. Первый раз не прошло, причем против голосовали те, которые били себя в грудь, что они самые большие гагаузы. Через полгода, по-моему, все-таки удалось проголосовать и назначить такой день. Скажите, можно было ли избежать тогда голода в 1946-1947 годах? Если мы коснемся всей Молдовы, то и в Гагаузии в частности, то я думаю, что можно было. Дело в том, что реальность такова, что было заседание 3 пленума ЦК партии, на которых уменьшался план. Ввиду того, что было все-таки засуха была, но урожай был. Если бы они не забрали у людей зерно, то тяжело, но прошли бы. И когда 600 тысяч, по-моему, тонн уже на 3-м пленуме принесли до 70 тысяч тонн и сказали, что это рубеж, это документы архивные, все это есть. Все равно люди сказали, что члены пленума ЦК Компартии Молдовы сказали, люди не хотят сдать. Тогда подняли прокурора и сказали, за всех несдатчиков репрессии. И вот тогда началось массово у людей забирать, причем почему-то только в основном в гагаузских селах. И свозились на амбары и железнодорожные станции. Но была зима, хлеб не смогли вывезти. И этот хлеб гнил в амбарах, в вагонах, но людям не дали.
Есть документальные. Все есть документально. Была такая опубликованная книга, называется «Голод в Молдове 46-47 год». Там только документы архива. То есть никто не может сказать, что этого не было. Там приводятся цифры, факты людоедства, факты убийств, грабежей и так далее. То есть это все документально. Но официальная статистика учитывала только ту информацию, которую давали примары тогда, председатель сельского совета. А председатели сельского совета не были заинтересованы в том, чтобы давать реальную цифру умерших. Они писали, что, условно скажем, 1000 человек нуждается в пайках, государство выделяло какие-то куски хлеба там, а люди умирали с голоду, и эти представители сельских советов не показывали, что они умерли, и этот хлеб брали себе и потом продавали, реализовывали на базаре. И поэтому реальная цифра и цифра, которые говорят люди и которые показывают, она очень разнится. То, что вы говорите, 10-12 раз. По моим подсчетам, у гагаузских селах от села к селу от 30 до 60%. К примеру, село Котловина, болгарского, сейчас он Ренийский район, значит, там с 5200 человек умерло 1700. Это документы показывают, в других селах тоже. Другое, что этот учет никто не велся. Я записывал на видео рассказы очевидцев. В частности, в Кангазе человек, который прожил 102 года, он говорит так, он отвечал за то, чтобы свозить этих людей. Говорит, мы грузили, ходили, умерли, грузили, переворачивали санки, и все, и никто не писал, кто умер, что умер. Вот так. Ну что, даже не проводились захоронения? Нет, были рвы, в частности, если мы возьмем Киет-Лунгу, яр, да, овраг. Все скидывали туда, засыпали снегом, потом, когда снег растаял, началась угроза эпидемии, собаки растаскивали все. Страшно, страшно. Я здесь, в Камрате, записывал интервью одной женщины, которая потом была репрессирована, отправлена в Сибирь. Видео сохранилось. Я ее спрашиваю, вот самое, что вы запомнили от голодовки? Она минуты две промолчала, потом повернулась, говорит, по этой улице вниз бежали собаки с человеческими головами в пастях. Вот вам реальность какая была. А представьте себе, есть другое видео, как люди умирали с голода, стояли у них у калиток, просили, они в это время делали кырму, и аромат кырмы, знаете, когда печется это блюдо, он же распространяется. Здесь люди от голода умирают, а там этот запах, аромат. То есть катастрофа. А кто занимается еще исследованиями этого голодомора? Я не знаю, кто занимается, но я не видел основных каких-нибудь публикаций. Власть имущие ссылаются на какую-то бумажку в интернете, что якобы почему мы исследуем этот голодомор, а не исследуем голод, который был в 30-х годах во время Румынии и так далее. У меня нет таких данных, что во время того румынского периода кто-то умер с голоду. То есть, чтобы отвести, не дают возможность исследовать цифры. Не дают. Вы посмотрите. Кто не дает? Власть имущие. В частности, если мы говорим о Гагаузии, уже сколько лет существует День памяти, Башкан Гагаузии, бывшая, ни разу не обратилась к людям с покаянием или никаких мессажей, ничего. То есть как будто это, больше я вам скажу, когда после первого раза мы не смогли провести этот закон в Народном собрании, организовали слушание закона. И вот на этот закон пришли потомки тех, кто делали это.
Есть видео в интернете, можете посмотреть, как они кричали, что этого не было, что это ложь. И в это время, в частности, были из Совета старейшин Гагаузии, те бывшие партактивисты, которые сейчас возглавляют. И был человек с Кирит Лунги. Видно, он не понял, о чем должен говорить, и он начал рассказывать, как за ним во время голода погнали с ножом, чтобы убить и съесть. Ему заткнули рот. То есть вот так, к сожалению, в Гагаузии нет возможности исследовать, и, по-моему, никто и не исследует, кроме меня. Скажите, почему именно коснулась Гагаузию? Вот большая часть было отмечено, что в Гагаузии, а не по всей Молдове. Ну, С чем это связано? Я вам скажу, я создал фильм «Гагаузла и Гагаузлук» называется. «Гагауза и Гагаузскость». И я в том фильме, рассказывая период вот этот голода, я свои слова не поставил. Я поставил туда рассказы людей. Очевидцев. Очевидцев. 90-100 лет, я уже говорил, так далее, так далее. 46 açan geldi, bir kazan etini vardı adamın, onu da aldılar da öldü, familyası kutotu. Açlığı zor geçirdik. Zere yoktu yemeğe. Bütün sokak üstüne düşüp de ölürdüler. No, bana sonra düştü kısmet. Papaz geldi aldı beni, bırakmıştı slugası. Da ben bir tane yaşadım. Her insanda vardı ikin. Hangisi saklamıştı, hangisi nice vardı ikinci. Aldılar hepsini. Komünistler vardı, Bulgarlar gezdiler, evden eve de hepsini kimden ne buldular, hepsini aldılar ikinleri. De insan kaldı ağaç. Yok nasıl yesin. Her bir evlerde vardı. Bu evde vardı 5 kişi. Öbüründe vardı 10 kişi. Hangi evde nice fatira bulacaklar. Onların içinden sonra gelirdi sabahleyin. Ya bir ya iki ölü taliga duruyor avul boyunda. Yükledip mezarlığa. Mezarlıkta vardı 3 kişi. Hendik kazardı. Taliga gitti oraya. Tutardılar tekerleklerinden de aktardılar hendek içine. Sonra akşamüstü onları karla karışık, kar vardı böyle, karla karışık toprakla gömerdiler. Her gün birer furgon. Aldılar insandan ekinleri, armatanın ardına aldılar. İnsan kaldı aç, açlık oldu. Öldü insan, çok açlıktan öldüler. Kızaklarla taşırlar ölüler. Kazarlar bir büyük kuyu geniştiler. Orayı değil birer gömme, bilmiyorum. Kaçar kişi girdi o kuyuya. Çirkin işler oldu. 46'dan bu yana dirildi Gagavuzlar. Şimdi yaşıyorlar. Они считают, что вот они все говорят, я спрашиваю, кто приходил, забирал. Вот они говорят, что приходили коммунисты и соседних сел болгарских. Потом меня обвинили в том, что я разжигаю национальную вражду. Тогда я просто сказал, я не знаю, какая была целенаправленность с Кишиневым, может быть, было такое указание. Это у меня нет подтверждений каких-нибудь документальных. Вот только то, что люди рассказывали. Я так понимаю, у вас исторические данные, так? У которые меня... были собраны и заархивированы от слов очевидцев. Так? Да, от слов очевидцев, плюс документы с архивов, которые сухие справки, так скажем. Вы знаете, что когда Косыгин приехал в Кишинев, знали в Москве уже, что происходит. Косыгин приехал тогда, кто не знает, молодежь, это был председатель Верховного Совета тогда. Пешком прошел от железнодорожного вокзала Кишинева до здания правительства, и в Кишиневе люди были тоже трупы на улице, даже это не убрали. Потом он приехал в Чадырлунгу, и оттуда поехал в Айдар, Тамай.
Потому что в Тамае были очень много случаев каннибализма. После его визита ситуация начала исправляться, а до этого нет. Ну, тогда это халатность, чья-то халатность или... Вы понимаете, я боюсь кого-то обвинять, но я думаю, что это было целенаправленно сделано. Скажите, тогда у меня следующий вопрос. Чем отличается голод от голодомора? Давайте Объявляем. так. Значит, смотрите, я год сейчас не помню, мне срочно пришло приглашение участвовать в одном международном симпозиуме, именно тема голода и голодомора. Значит, принцип был один у нас. Вот я знаю, приходили, забирали хлеб, забирали часть скота, не все, забирали и все. И дальше оставляли людей умирать. Так вот, на этом научной конференции были доклады по всем тюркским республикам, плюс Украина, докладчики. Механизм был один и тот же. Брали еду, у нас в Казахстане, допустим, забирали и скот, и все, и так далее. То есть режим делал один механизм ликвидации собственных граждан. Поэтому я думаю, что режим. Вы являетесь автором пьесы «Ачлык Курбаннары», жертвы голодовки. Вот как вы ее писали? Насколько важно было ее написать? И затем Гагаузский театр, артисты поставили по этой пьесе спектакль. Что касается «Ачлык Курбаннары», который сейчас изучает, после этого стали изучать в 12 классе во всех школах эту пьесу. Значит, пьеса документальная. Мама моя, ей уже 94-й, она жива. И вот эти рассказы семьи, ее стороны, как лучший друг ее отца, моего деда, пришел и забрал все у них. И вот в основу этого легла трагедия вот этих 3 дней. Появилась так идея, что нужно об этом рассказать. Но на базе этих 3 дней я постарался рассказать всю трагедию. И потом, как милиционер, который принес им мешок кукурузы, который, может быть, даже не пришел, принес, отдал, который спас им жизнь. Потом, через много лет, когда я уже пьеса шла сама по себе, я писал в Чадырлунге, я писал материалы тоже вот с людьми про голод. И лефты были, знаете, золотые украшения, и человек рассказывает, что у них остался один лефт, 9 грамм золота. Через какое-то расстояние там жил человек, который участвовал во всех этих грабежах и взамен давал, плюс еще, тоже, мало того, что отобрали хлеб, еще золото. И вот он говорит, что мама послала, и я пошел к нему с этим золотом. И он говорит, я, говорит, попросил, что полмешка пшеницы. А этот человек знал, что семью, и говорит, нет, я тебе не пшеницу дам, я тебе дам фасоль. И вот этот человек рассказывал потом, он есть еще, говорит, мама варила и туда бросала фасольники, это все-таки это белок. Вот выжила. Есть другие страшнейшие, если об этом все рассказывать, это страшнейшее. Все это надо было отдать людям, чтобы это не забылось. И потом уже в других произведениях я всегда касаюсь этой темы. Если что-то новое всплывает, то, вот, допустим, этот эпизод с собаками я уже включил в «Ава Мария». «Ава Мария», да. Тоже пьеса. Вот сейчас вы рассказываете, у вас на глазах появляются вот слезы. Вся эта трагедия проходит через вас. Почему? Вашу семью
задело Нет, как-то? семью задело, но задело весь народ. Весь народ. Если бы оно задело только семью, может быть, столько боли не было. Но когда едешь и в любое село приезжаешь, и люди даже ищут встречи, чтобы рассказать, говорят, то расскажем тебе, чтобы это осталось. Вот это вот наворачивает слезы. Семья, все были в трагедии. Если я про сторону отца, так вообще там спасло то, что рядом была больница. И пусть простят меня, там была выгребная яма, куда скидывали шелуху от картошки. Доставали, мыли, делали супчики, вот так вот. Партхозактив получал. И хлеб, и сахар, и масло, и так далее. А до простых людей ни у кого дела не было. Я все-таки склоняюсь, что власти невыгодно было, чтобы этот народ жил. Также вы написали «Реквием». Что стало для написания «Реквием» для вас? Поэма «Реквием» толчком, ну, видно, это все накапливалось, толчком стало в Кангазе, проводили в лицее, проводили встречу с учителями гагаузского языка. Вот. А я с покойным Мироном, как его, Чадырлунский, который возглавлял, сейчас фамилию, сейчас вспомню, который возглавлял ассоциацию депортированных и так далее, Мирон Миронович, ну, сейчас вспомню. Мы договорились, что поедем на Украину в Татар-Бунары записать женщину, которая была депортирована, вернулась, получила ордена за труд и так далее, и так далее. Гагаузку? Гагаузку. И перед этим, перед выступлением перед учителями в Кангазе была груша, которой было больше 200 лет. И мне позвонил учитель гагаузского языка, говорит, Тодор, приходи, потому что что-то будет с этой грушей. Я приехал, и накануне эту грушу спилили. И вот такая куча дров, и все, истории нет. Потом я выступил здесь, вот это рассказал, что вот так и народ уничтожался. Потом поехал туда, в Татар-Бунары. Что рассказала эта женщина, я должен опубликовать, это страшнейший ад. Я вернулся домой, закрылся в кабинете и за 10 дней написал поэму. Я предлагаю включить отрывок, который нам любезно предоставил Федор Иванович для трансляции на нашем канале. 1946-47 kışı. Epigraf. Kim söyleyecek kaç insanı başka hiç görmedi tarla, kaç uşacığın alnısını öpemedi yalpak ana. Ağla canım, ağla. 46 yazı sıcaktı. Var nice deme kuraktı. İlk yazdan ta başladı, sıcak başa haşladı. Yukarıdan geldiği izin, devlete lazım yekin. Stataplan var, değil pek az. 265.000 ton en az. Nerede var bu yekin? Toklarda var sade 1000. Kalanı ta kırlarda, tarlada, insanlarda. Ne kadar var kılıfta? Bilmeyen biri yukarıda. Sade bir göre çiftçi. Başan ta çok boş içi. Yok buğday, yok bereket. İlk azadan yetecek. Yekin yok. Hepsi bilir. Bu kere mal, yölüler, değil yekinden çuvallar, yetiştiremeyen mezarlık, yölü olmasın dağınık, sel söyler tepeye, bitki hatır yölüye, bolay, ayaz var, değil şaka,
bozulmazlar o soğukta. Ayaz o kadar kavi, 1 metre dondurmuş yeri, mezar kazma zor, yer don. Devletin planı kaç ton? Zar zor hendek kazıldı. Kızaklar oldu yanı. Alttan tutup aktardılar. Daha çok sığsın dediler. Karışık hepsi bile. Yabancı hemsenseler. Karı, uşak, adamlar, babularla, dadular. Çöğünün açık gözü, kimsenin güler yüzü, yapılmadı dualar, kapanmadı sandıklar. Ne sandık var, ne dua. Ağla halkım, pek ağla. Нужен ли День памяти жертв голодовки? Ведь теперь все есть. Теперь все есть, и теперь всего нет. Давайте так. Все есть в магазинах, которые молодежь, которая может посетить. А основная часть людей, я имею в виду старики, пенсионеры, они не живут с тех маркетов, в которых есть все. Понимаете? В один день мы уже, если уже говорить, я не хотел об этом, но мы практически, если в один день все закроется, границы закроются, мы опять станем на пороге голода. Потому что все вывозится куда-то на продажу, я понимаю, бизнес, капитализм. Это первое. Второе. Если молодежь не будет знать, это будет перекати поле. Они думают, что сегодня все вот есть и все хорошо. Зачем? Я 1000 раз слышал вот это. Что ты ходишь, записываешь, что ты бередишь, это, мол, неправильно. Нет, это было правда. Это была большая трагедия, и молодежь должен знать эту трагедию. Если он не будет знать это, он будет никто и никто. Оборвались корни, ветер подул, уехал Россия, Европа, Америка, Австралия, и нету того молодежи. Это обязательно надо. Но не только молодежь. Я знаю, насколько в исполкоме и советники бывшего Башкана блокируют этот день. И сейчас блокируют. Потому что я как-то сказал, я не хочу, когда была у меня угроза убийства. Вас? Да. И я сразу прибежал в одну из телестудий, мне дали прямой эфир, я сказал, вот так и так, если что-то произойдет, чтобы вы знали, эти материалы разделены в 3 копии, и они хранятся в 3 местах, плюс одно за рубежом. И если со мной что-то, тогда я всплывут имена тех, кто творил это. Понимаете? К сожалению, в власти до сих пор находятся те, потомки тех, которые это творили, и они хотят, чтобы стереть, чтобы молодежь не знала, все хорошо, советская власть была хорошая. Да, советская власть была хорошая в одном и в другом была плохое. Не надо это сейчас. Но об этом можно спорить, да. И спорить до сих пор, да. Что было сделано хорошо, что было плохо. Об этом можно говорить и спорить. Но трагедия была, Валентина. Часами. Не будем спорить. Я имел спор буквально неделю назад с нынешней молодежью, которая родилась в 90-х. Еще при Советском Союзе, но не жили. И они начали мне вот так. Я говорю, слушай, вы не жили, вы не можете судить. Я жил, я могу судить, что было хорошее и что было плохое. Поэтому, если мы... Я к памятникам и памяти. Посмотрите, первое было установлено Киретлунге. А сколько вообще памятников есть? Киретлунга, Тамаев, Дарма, Чешмекёй? Чешмекёй и, по-моему, все. Смотрите, я не против ребят-афганцев. Этих ребят забрали, послали на фронт, они погибли. Каких обстоятельств мы не знаем. В каждом селе у нас стоит памятник, причем одинаковый, афганцам.
И у нас с помпой отмечают этот день. Да, надо помнить этих ребят. Но почему у нас нет памятных жертв голода? Кроме названных сел. У нас не запрещают отмечать Не запрещают. день этот как память погибшим от Голодомора. Для вас этот день как пройдет? Для меня свечка, стакан вина. Что это? Все, больше ничего. Я не могу там что-то такое делать. Раньше я участвовал в каких-то общественных делах, но когда уже это все принято официально, нет смысла опять ходить и что-то делать. Помню здесь. Может быть, у вас есть какие-то идеи по отношению этого дня? Может быть, вы уже носите в сердце идею написания еще одной пьесы, еще одной истории? Нет, Валентина. Вы знаете... Но никогда нет, не надо говорить. Нет, не будет. Но есть у меня одна идея, которую я сейчас не хочу озвучивать. Я жду 19 октября. Вот, 19 октября 2023 года. Исходя из этого, я знаю, что я буду предпринимать, и не только я. А пока подождем. Нельзя молчать, и нельзя все это пускать на тормозах, и нельзя давать, чтобы это стерли, уничтожили, и все. Есть идея, но подождем. Будет очень актуально, потому что мы увидим, наконец, еще раз реальность, не буду говорить реальные лица известны, которые там, реальность власти, насколько она пришла для народа и насколько она пришла для чего-то другого. Я не хочу об этом говорить, это политические моменты. Кстати, хочу напомнить, что когда мы приняли этот день памяти, я выступал на одном из телеканалов по поводу Голодомора, и там предложил, что в Молдове еще нет такого. Вот, я хотела задать вопрос. А в Молдове-то нет этого дня? Уже есть. Дело в том, что вот тогда я обратился, говорю, что мешает? Давайте этот день или другой, но чтобы был. И вот нынешнее, по-моему, в прошлом году было принято такое постановление памяти День Голодомора. Я не помню день, какой будет, но есть. Но после того, как мы уже все это сделали. Это наверное, тот стержень, который должен объединить всех. Объединить. Без того, чтобы навешивать ярлыки, те плохие, те хорошие, мы такие. Нет. Это должен быть день, который все сплочены, все объединены, чтобы это никогда не повторилось. Федор Иванович, такой вопрос. В чем заключается ваша работа? Моя работа заключается в том, что это все собрать и сохранить в архиве. К сожалению, я это провожу за свое собственное время. Всю жизнь еще студентом был, ходил с сел в сел, записывал на бобинные самые, потому что нынешний бюджет, который выделяет для этого средств, не занимается этим. Вы в начале передачи сказали историки. Эти историки не должны сидеть в кабинете, смотреть в потолок и писать. Они должны, пока эти бабушки, дедушки живы еще, пойти и записать, и публиковать вот это. Я вам скажу одну вещь. Была конференция после посещения котловины, когда я увидел, у них такой памятник написано «Прохожий, остановись». И здесь похоронено 3200 жертв голода. Я думал, что опубликовал, обнародовал вот это все, какой-то толчок будет, какой-то... Нет, это все прошло мимо, все прошло
Мимо, я имею в виду официальной власти. И тогда я решил, что да, надо записывать во что бы то ни стало все, где бы ни было, обязательно, тем более сейчас уже, тогда приходилось какие-то диктофоны, сейчас все в одном, и видео, и телевидение, все записывать, все. Вы озвучили такую цифру, что если бы не голод, нас, гагаузов, было бы на 1 миллион больше. Да. Вот откуда вы, как вы посчитали? Значит, смотрите, Валентина, берем цифру, официальную статистику. Перед голодовкой гагаузов 350 тысяч. Это официальные данные. Средняя семья тогда гагауза имела по 8, 10, 12. Я посчитал, что 6 человек, детей. Значит, плюс даем еще 50%, что умерли. То есть остается 3 человека, создается 3 пары, так? Через 3 поколения, если геометрическая прогрессия, это элементарная математика, через 3 поколения, это 60 лет, получилось 3,5 тогда поколения. Если мы будем считать вот эти все показатели, смертность, не вышла замуж, не женился, погиб, там, не знаю, все равно вот эти, от этих, допустим, было 6 детей, да? Эти 6 дальше, еще 6 на 6, 36. Берем половину, 18. И по И так геометрической далее. прогрессии? И геометрическая прогрессия выходит 1 200 000. Это реальные цифры, которые могли быть. Но никому не нужно было, чтобы здесь гагаузов столько было. Федор Иванович, вы известный журналист, поэт, академик. Вас знают не только в Гагаузии, но и в Молдове и за ее пределами. Вот что мир знает о Голодоморе сейчас? Вот, посредством ваших публикаций. Вы, может быть, с кем-то общаетесь, где-то еще ваши есть публикации, книги, пьесы. Поделитесь с нами, с нашими хочу сказать, телезрителями. что пьеса «Açlık Kurbanı» была поставлена в Турции. Самый интересный момент, к сожалению, я не смог попасть, у меня был уже билет, приглашение, но я не смог, была проблема объективная. И режиссер спектакля сказал, что когда спектакль закончился, а там есть момент, вот эти, которые приходят и забирают все. Это в Турции? Спектакль в Турции, но в самой пьесе есть вот это. Я поняла. Это в Турции. Проходит спектакль. Из зала выходит человек, он то ли с Казахстана переехал, то ли откуда-то самое, начинает плакать и говорит: я один из тех, кто забирал. То есть знает, но современный мир, к сожалению, средства массовой информации в этом не заинтересованы, чтобы кто-то что-то знал. Это нормально, они частные, им платят, никто не... Как это? Каждый варится, собственно, сокой, если перевести на русский. Поэтому, по моей возможности, когда выступаю где-то, обязательно говорю про голод, а так, чтобы целенаправленно писать, уже нету времени. Нужно собирать еще пока живы люди. Вот скажите, есть ли у вас статистика, сколько осталось людей, переживших голод? К сожалению, сейчас очень, не знаю, цифры я не могу сказать, может, считанные единицы, потому что сейчас уже выросло поколение, которое родилось во время голода. И сразу после нее они уже не помнят деталей, то, что детские воспоминания, все. А тех людей, которые, скажем, были по 15 лет, 16 лет, им считают сегодня уже по 90 с чем-то, очень мало. Некоторые не хотят говорить. Некоторые не хотят говорить, но в основном, когда с человеком беседуешь, он раскрывается и рассказывает. Вот я написал пьесу, повесть, она называется «Они пришли под утро». Сюжет – это про депортацию
Но сюжет возник как? В котловине, когда я писал, все кассеты были полные. Батареек уже нет. Все. Мы собираемся выезжать. Встречают нас, стоят две женщины и говорят, очень с вами хочет, говорит мама. А маме тогда было 90 с чем-то. И вы понимаете, просто беседовать я не хочу. Мне нечем записать. И они сказали, мы вам все найдем, кассеты, все. И вот мы зашли к этому человеку, этой женщине. Она сидела в кресле, желтая, уже как при смерти. Я ей говорю, можете вы мне напеть песню? Она говорит, я не помню мелодию. Я говорю, скажите слова. Она говорит, слова без музыки – это не песня. И что-то вот щелкнуло, я ей говорю, вот про свою молодость можете? И начал говорить, и вы бы видели, она расцвела. И вот она рассказала сюжет, как у них в селе происходил этот голодомор. Почему? И кто там? Закрыло село, она не имеет дорог, и властвовала там ячейка 5 человек, которые делали все, что творили. Я все ужасы не буду говорить. Не надо. Но она говорит, вот эта женщина, а ей 63 года было, говорит, эта женщина, говорит, вот это, я была беременна ей. И, говорит, уже депортация. Она перешла с голода, депортация, Ени Гелен, я не знаю как. И вот она, а тогда же стыдно было без платка. И она говорит, было лето, пришли и сказали, ваших родителей в Сибирь. И говорит, я бегу, извините, вот такой живот. И когда бежала, потеряла платок. Я прибежала туда, они уже оцеплены солдатами. Не пускает. Я подбегаю, и тот человек, который устроил голодомор, местный, я, говорит, иду, и он меня бьет вот так по груди, я падаю на спину. Соответственно, и офицер подходит и говорит, что ты делаешь, сволочь? Они, может быть, последний раз видятся. И вот эта фраза, она легла в основу всего сюжета. И практически это повесть из жизни Киртлунги, как они голодовали, как их отправляли, как они вернулись и как они снова стали на ноги. Федор Иванович, учитывая современные реалии, насколько важно помнить об этом дне? Нужно помнить. Не то, что важно, это должно быть на генетическом уровне, в подсознании, что да, был такой год, и надо, чтобы помнить, чтобы она не повторилась. Это банально, я говорю, но чтобы не повторилось, потому что люди, которые будут знать, что это возможно, они станут лучше, они будут по-другому, действовать по-другому. Ведь тогда же семья сплотилась. Если был кусок хлеба, они на всех делили по чуть-чуть. Там рассказывали, как сосед пришел, и у них как не было, и кусок хлеба дали, потому что хлеба не было. Мама моя говорит до сих пор, что говорит, был мясо, но не было хлеба. А хлеб – это моя, как хлеб – это дрожжи. Понимаете? Вот нужно, это очень важно. Пусть они смотрят. Я очень рад, что... Вы знаете, больше, когда проходит в 12 классе пьесу, читает. Что-то пару учителей попросили у меня видео. И вот... Очевидцев, которые рассказывали? Нет, пьесы, как наш театр поставил, и вот я им даю пьесу. И говорит, Федор Иванович, 12 класс – это взрослые люди. Говорит, сидят и плачут. То есть книга не дает им, или они не читают текст, а видят. Поэтому надо, чтобы они видели, и надо, чтобы знали. Это очень-очень важно. Если человек знает о Голодоморе, то он никогда не выбросит пищу. Валентина, я благодарен управлению образования, людям, которые составляют учебники и программы.
пьесу «Они пришли под утро», она включена в программу 11 класса. То есть с 11 класса, в 11 классе они уже знают, допустим, если мы идем дальше, раньше есть темы, но осознание приходит именно в 11-12 классе. Поэтому я думаю, что молодежь будет, если, еще раз говорю, власть повернется лицом и будет помнить это. Если не будет власть помнить, то люди просто забудут. Некому будет вспоминать. На такой вот ноте мне хочется и завершить нашу с вами беседу в программе «Общественный интерес». Спасибо, что пригласили. Тяжелая программа для меня, но спасибо. Вы смотрели программу «Общественный интерес». Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. До свидания.